Закон об ответственном обращении с животными требует серьезной доработки. Об этом говорили сегодня в Общественной палате Коми. Депутаты, сотрудники полиции, собаководы и даже дворники обсудили извечную проблему, когда по весне тротуары, дворы и скверы больше напоминают собачьи туалеты. Как сделать города и районы чище, узнал Алексей Корчма. Тон общественной дискуссии задает Елена Панченко. Говорит, такое наплевательское отношение собаководов к своему городу просто удручает. Рано утром практически каждый первый прохожий идет с собакой. И проходя мимо нашего памятника Спиридонову, каждая собака подойдет и оставит свой след. В законе об ответственном обращении с животными прописана обязанность убирать за своими питомцами продукты их жизнедеятельности. Но по весне многие тротуары, скверы и дворы этими продуктами просто завалены. И как с этим бороться? Можно методом кнута. Квота – раз, чипирование – 2, налоги – 3. А можно методом пряника, например, поощрять тех, кто делает стерилизацию животных. Это остановит бесконтрольное размножение собак со всеми вытекающими. Отвечать за свою собаку должен каждый, уверен депутат Госсовета Виктор Бетехтин, автор проекта «Социальный кинолог». У нас есть осознанные собаководы, которые гуляют с пакетиками, которые собаку свою дрессируют, которые реально убирают все. А есть люди, вот мы взяли, а мы не знаем как. Поиграться. Да, поиграться. У нас таких моментов куча. Важно информировать людей, а если надо, объяснять на пальцах, как правильно воспитывать животных. Что за ними тоже нужно убирать, как за детьми. Тем более это недорого. Такой пакетик вместе с одноразовым совочком, который не вредит природе, да, соответственно, потом убирается, все культурно и кидается в урну, но стоит там порядка 5 рублей. Очень нужны площадки для выгула собак. Важно, чтобы они находились в шаговой доступности. И тогда, возможно, в городе станет чище. А вообще на проблему надо смотреть гораздо шире, говорит депутат Госсовета Коми Владимир Жариков. Очевидно, люди мусорят гораздо больше собак. Я все записывал, у меня получилось 15 предложений. Любое предложение обязательно будет рассмотрено, обдумано, проанализировано, и мы по нему будем как-то дальше работать и думать, как это вообще сделать так, чтобы всем было комфортно. И тем, кто владеет собаками, и тем, кто не владеет собаками, и те, кто просто любит гулять и гуляют с детьми и так далее. Задача такая сделать, чтобы жизнь в городе была комфортной. Все озвученные предложения проанализируют и внесут в некую дорожную карту. Конкретных решений стоит ожидать после весенней сессии Государственной Думы России, где планируют принять новый административный кодекс и прописать штрафы за безответственность к животным. Алексей Корчма, Олег Костромин, телеканал Юрган.